если вы мне помогли, как говорится, то и я, в свою очередь, как говорится, я вынужден говорить, тут саду сесть, так что фанфары все замолчите. На примере мою бабушку от голода в начале прошлого века спасла некая семья Розенцвайна, когда она, имея вакансию у них, прислугой хотела, агитируемая подругой, уехать в Харьков, ей сказали: Уля, не надо, говорит, вы там ничего не заработаете. И когда все-таки она поехала, ей сказали: вернетесь. Я по такому принципу работал с господином Осиповым и прочим. Начальник МРЭО второго, господин Литвинов, там Кобзон, как две капли воды, похоже, замечательная супруга, дети, именно, ну, даже в такой сложной ипостаси, казалось бы, начальствующий человек, там, подьячий приказ и оставаться при этом при достоинствах человеческих, это, конечно, приятно. Если я и там, и пьяная рыба, и подружки там не всякие были, там, одна семечки жарит, его супруга оторвать от нее не могла, но он мужчина, мужик, как бы, не без того. Тоже он ко мне по-доброму. Мне везло почему-то на людей. Я, конечно, ему кое-что там и по дому сделал. 19 номер. Французский бульвар Пирожковского упирается. Пирожковская — это туземцы, местная знать. Там мастера спорта, там одновременно уголовные и прочее. Ну, так вот жизнь располагается. Это у них местный сленг был. А на трамвайной остановке как раз Пирожковского упирается. 19 номер Французского бульвара, а там в глубине такая невзрачная домивля, это дача графини Морозли. Он там верхний этаж, добрую долю верхнего этажа у него под квартирой. Ольга Васильевна, кажется, его супруга, уже не помню. Его я помню, Владимир Леонидович. Она, Ольга Васильевна, она достаточно все уважает, да даже дебалан с работниками отделочкой, как бы, бытность своего обладания ярлыка на царство Одесское, насколько мне известно, куда больше рангом, но тоже находил возможность с работягами вести себя в спеси, достойно. А Ольга Васильевна, она из Екатеринославля рассказывала о своей семье, там, о своих каких-то духовных потребностях. А я хочу сказать о том, говорит: Валерий, вы, говорит, будете кушать? Я говорю: так, ни колбасы, ни сыра, я что-то мало зарабатываю, я могу и сам купить. Домашний супчик, боже, так она мне такие супчики носили. Ему притащили 2 гуся, я взял пацана там, заочника с техникум, он потом к нему в органы и пошел в ГАИ. А с ним я так рассорился, ему удобнее было называть меня пьяницей. Он их убил, я извинился, ну, вы убивать как бы. Мы общипали, а по кускам, я смотрю, все куски нам вернулись. А однажды она приходит, то ли вызванивает, растерянная: Валера, я не успела ничего приготовить, а вот от моих мужиков ужин остался. Ну, все чистое. Я говорю: до чрева Парижа там от королей торговали объедками, ну, по фабуле, по смыслу этой книги. Я говорю: ради бога. Она, бедная, приносит мне туесочки такие прозрачные, ну, как бы, и там такие сорта какого-то мяса, это сырокопченое, жесткое. И, кстати, сыр, ну, разве что там, я не знаю. В общем, даже салата мне тогда не досталось, что для меня очень важно. Я думал, уж лучше супчик. А морозильник стоял на этом объекте, у них квартира отдельно. Так пол морозильника рыбы она мне отдала. Говорит, говорит, она лежала, ну, видно, тоже кто-то принес, говорит. Вы не подумайте, она не тухлая, просто полежала, я не хочу использовать в семье. Я говорю: ну, сударыня, я готов в этом